Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, что к нашему эфиру можно присоединиться. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, можете дозвониться к нам в студию по номеру 044 490 2905. Также я напомню, что в видеоформате мы ведем трансляцию на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там же можно оставлять ваши комментарии, наиболее конструктивные. Мы обязательно зачитаем, но еще раз повторю, что гарантированный способ принять участие в нашем эфире и гарантия того, что ваше мнение будет услышано, это дозвониться к нам. 8 800 10 06 926. Итак, в ближайшие полчаса мы поговорим о деле 26 февраля, которое целым рядом правозащитных организаций квалифицировано как политически мотивированное дело. 4 февраля судья подконтрольного России Судакского городского суда Михаил Иванов принял решение об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении фигуранта дела 26 февраля Мустафы Дигерменджи. И Мустафа Дигерменджи с нами на связи. Я приветствую вас в нашем эфире. Да, здравствуйте. Несколько слов о том, как удалось добиться такого решения. Удалось добиться такого решения просто по российскому законодательству. У нас была возможность по истечению половины условного срока подать на условно-досрочное. И вот мы этим воспользовались. Не ожидали, что все так получится. Там немножко были опасения, что это все затянется. Сложилось так, как сложилось. Давайте немного поговорим о том, как вообще это дело отразилось на вашей жизни. Дело 26 февраля признано политически мотивированным, и люди, которые были осуждены по этому делу в Крыму, признаны политическими узниками. Давайте начнем с того момента, да, вас задерживали в рамках этого дела, проходил процесс, как изменилась ваша жизнь? Как изменилось? Меня просто это дело просто вычеркнуло, 4,5 года на сегодняшний момент из моей жизни, да, образно говоря. То есть я 2 года просидел в СИЗО, год и 11, если быть точнее, год и 10 месяцев под домашним арестом. И плюс к этому мне еще дали 3 года условно. То есть по факту меня осудили на 7 лет. То есть за это время много что поменялось, естественно. Как вы думаете, я уже говорил о том, что ряд правозащитных организаций, в том числе международных, считает ваше дело политически мотивированным, и указывался целый ряд признаков этого дела, по которому оно считается политическим. Вы как считаете, за что было вам назначено наказание еще целому ряду участников событий 26 февраля? Я думаю, это своего рода наказание было за то, что мы в тот день вышли против присоединения Крыма к России и подобного рода действия. Так сказать, своего рода месть была, наверное, за нашу позицию. Несколько слов о том, принимали ли и какое участие принимали в судебных заседаниях, в следственных действиях лица, которые были ответственны за организацию митинга, не тех людей, которые вышли против явно сепаратистской повестки Верховной Рады Автономной Республики Крым на тот день, а тех, которые пришли в Верховную Раду Крыма в этом деле поддержать. Я сейчас говорю о той части митинга, которую в том числе организовывал и Сергей Аксенов. Рассматривалась ли каким-то образом версия их виновности в том, в чем обвинили вас в итоге? Нет, версия их виновности не рассматривалась в принципе. Они все выступали либо потерпевшими по этому делу, либо свидетелями. То есть все казачество, все это добро, как называли, дружинники или эти батальоны, которые они якобы организовывали для отряды самообороны. Они все выступали либо потерпевшими, либо свидетелями со стороны обвинения. Даже сам Аксенов был одним из ключевых свидетелей стороны обвинения по делу Ахтема Чийгоза, в частности. Как вы думаете, есть ли у других людей, которые также получили условные сроки по этому делу 26 февраля, возможность пойти по вашему пути и эту судимость снять?
Я думаю, да, потому что, опять-таки, в условиях Крыма, да, в условиях того, что мы сегодня живем здесь по российскому законодательству, в этом не ограничен никто. Единственное, там, уже есть нарушения, либо нет по условиям условного содержания. Я думаю, что пробовать, конечно, нужно до конца бороться. Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Мустафа Дегерменджи, бывший политзаключенный Кремля, фигурант дела 26 февраля. Говорим мы сегодня об этом деле. Информационным поводом как раз стало снятие, отмена условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении одного из фигурантов дела 26 февраля Мустафы Дегерменджи. Я напомню, что приговор по этому делу был вынесен 19 июня 2018 года подконтрольным Кремлю Центральным районным судом Симферополя. Тогда были приговорены фигуранты дела 26 февраля. Али Асанов и Мустафа Дегерменджи получили по 4 года и 6 месяцев условно. Арсен Юнусов и Эскендер Кантемиров по 4 года условно. Эскендер Эмирвалиев 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года каждому. Также по событиям 26 февраля был приговорен к 8 годам колонии Ахтем Чейгоз, который затем был освобожден при содействии президента Турции. И продолжим мы наш разговор с Александром Седовым, членом Крымской правозащитной группы. Александр, я вас приветствую. Добрый день. Несколько слов о том, что произошло в суде, да, в Судакском городском суде подконтрольном России 4 февраля. Вот это решение об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока. Является ли оно каким-то симптоматичным? Можем ли мы говорить о каком-то послаблении в политически мотивированных уголовных делах вот на этом примере? Абсолютно нет. В данном случае условный срок в отношении Мустафы Дегерменджи уже заканчивался, поэтому тут просто сократили условный срок человека, который фактически и так уже находился не в свободе. Говорить о том, что это система, какое-то послабление, преследование на оккупированной территории абсолютно не стоит. Я просто думаю, сейчас в дальнейшем аналогичный запрос ходатайства адвоката может быть подан в отношении Али Асанова, то есть точно так же будет рассмотрено, но говорить о том, что это какое-то послабление в данном случае нет, я думаю, это никак не касается тех, кто уже лишен свободы, ни тех, в отношении кого сейчас дела находятся на стадии судебного разбирательства или следствия, то есть и в данном случае это просто пару месяцев сокращения условного срока, то есть в принципе это решение ни о чем. Я еще раз повторю, что это дело признано политически мотивированным целым рядом правозащитных организаций. И вот в связи с этим вопрос. Вот это дело 26 февраля как явление, но с юридической точки зрения, и это неоднократно звучало у нас в эфире, в том числе и от защитников, тех людей, которые преследовались по этому делу, были вынесены приговоры судами подконтрольными России уже в Крыму по российскому законодательству, но за те события, которые происходили на территории Автономной Республики Крым еще до того, как Россия вообще публично заявила о своих претензиях на Крымский полуостров. И получается, что было применено, да, то, чего не бывает, наверное, в юридической практике, да, у закона появилась какая-то обратная сила. Вот несколько слов об этом и о том, если это дело политически мотивировано, да, то каким был мотив российской власти в Крыму преследовать этих людей? Да, конечно. То, что Россия применяла ретроактивное законодательство, это факт даже с точки зрения российского права, то есть они преследовали людей до того, как Россия фактически осуществила свою юрисдикцию. Но это лишь одно из нарушений. Кроме этого, это, разумеется, нарушение права на свободу личной неприкосновенность, условия содержания, поскольку многие фигуранты этого дела находились в СИЗО достаточно долгий срок, это 2 года и более, 3 человека, то это можно рассматривать и как пытки, поскольку условия содержания были нечеловеческие. Кроме этого, нарушено право на справедливое судебное разбирательство, поскольку в этом деле в качестве доказательств применялись заявления сотрудников силовых структур, явно заинтересованных, или представителей русского единства, которые точно так же были на митинге, точно так же участвовали в противостоянии, применяли силу, но почему-то они идут как пострадавшие,
а участники митинга со стороны Меджлиса рассматриваются исключительно как виновные. В данном случае еще можно рассматривать как момент дискриминации по политическим взглядам и по национальной, поскольку все преследуемые в рамках этого дела это крымские татары. Насколько мне известно, на материковой части Украины также расследуются события 26 февраля. Что об этом известно вам? И не выглядит ли в данном случае ситуация зеркально, той ситуации, которую мы наблюдаем в Крыму в связи с этим делом? Мы проводили, я лично и с международными активистами, с правозащитниками проводили пошаговый, поминутный мониторинг ситуации, восстановления ситуации, которая происходила 26 февраля под Верховным Советом Автономной Республики Крым. И по решению, по тем выводам, которые мы сделали, виновные, в принципе, можно рассматривать руководство правоохранительных органов. На тот момент действующих это руководство Министерства внутренних дел Украины, которые работали в Крыму. Поскольку в этот день проходило 2 митинга с кардинально противоположными взглядами, но буквально в обед, то есть там через несколько часов после начала митинга сотрудники милиции на тот момент сняли кордон и дали возможность непосредственно общаться между собой людям, которые были, мягко говоря, в серьезном настроении и непримиримости друг относительно друга. В полярных настроениях, да? Абсолютно полярных. То есть были абсолютные требования. И действия, то есть агрессивные, проявляли и та, и другая сторона. Но пока там находились сотрудники полиции, они их сдерживали. Как только они ушли, соответственно, это вылилось между собой и выросло в давку, в которой погибло 2 человека. Поэтому в данном случае расследовать это дело надо обязательно, и кто виновен, в данном случае надо расследовать, кто виновен в том, что произошли давка, в результате которой погибло 2 человека. В данном случае я считаю, что расследование со стороны Украины должно быть обязательно. Еще такой вопрос. Наблюдали ли вы в Крыму политически мотивированные дела, которые вот были бы похожи на то, как велось расследование, следствие, да, и как следствие были вынесены приговоры по делу 26 февраля, вот с таким вот ретроактивным применением российского законодательства по тем событиям, которые происходили в Крыму или на материковой части Украины до того, как Россия заявляла свои претензии на украинские территории? Что касается уголовного преследования, это прежде всего преследование активистов, которые были в Киеве, на Майдане, то есть в данном случае Россия вообще никакого отношения к этому не имеет, однако, несмотря на это, она привлекает к ответственности людей, которые находились на Майдане, это как минимум 3 уголовных дела. 2 человека сейчас в данный момент еще лишены свободы, это Коломиец и Шепура, им дали по 10 лет лишения свободы каждый. Александр Костенко в результате вышел. Кроме этого, также идут преследования в административном порядке за публикации, за посты, которые были опубликованы до оккупации, и тем не менее власти Российской Федерации, власти преследуют этих людей за действия, которые были совершены до оккупации, что в принципе является нарушением не только прав человека, то есть активного законодательства, но и нарушением Женевской конвенции, которая прямо запрещает преследовать за действия и высказывания, совершенные до начала оккупации местных. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Александром Седовым, членом Крымской правозащитной группы. Говорим о деле 26 февраля. У нас есть звонок от слушателя. Добрый день, вы в эфире. Говорите. Добрый день, господин Макушин. Вы меня слушаете, да? Да, вас. Можно говорить? Говорите. Вот, господин Макушин, я понимаю, что вы журналист, а журналисты, как известно, это самые профессиональные дилетанты. Но, по-моему, даже дилетанту должно быть ясно, почему Фемида относится по-разному к татарской митингу и потому что татарский митинг был направлен на срыв. На срыв чего? Работы парламента Республики Крым. Он хотел сорвать работу парламента Крыма. А русские вышли на защиту государственного учреждения. Поэтому Фемида по-разному к ним относится. Вы же, наверное, если вы так с уверенностью говорите о событиях 26 февраля 2014 года, возможно, вы напомните, какие вопросы тогда были внесены в повестку дня крымского парламента? По версии татарских националистов, там якобы должны быть вопрос о некотором политическом автономии Крыма от Киева.
Так. А татары, которые перед этим требовали, самый Чубаров, снести памятник Ленина, ввести незаконно независимо всех силовой государственной структуры Крыма. Это для вас бы нормально, да? Я вам еще раз напомню, да, как развивались тогда события, и на самом деле о повестке Верховной Рады Крыма на заседание на этот день, да, как только стало известно о том, что туда может быть включен вопрос, в том числе и о так называемом референдуме, там было организовано на день проведения сессии 2 митинга. Действительно, да, были противники проведения сессии по повестке, которую считали сепаратисткой, и были сторонники, да, те люди, в частности, которые пришли с российскими флагами. Но вот после того, как все закончилось, и люди разошлись, ночью было захвачено здание Крымского парламента российскими военными без опознавательных знаков, а на следующий день уже в захваченный парламент снова начали собирать депутатов, да, и уже в присутствии вооруженных людей и при отсутствии кворума и журналистов были проголосованы как вопрос о так называемом референдуме, так и вопрос о новом премьере Крыма. Да, тогда сообщили, что выбрали Сергея Аксенова. Выбрали ли на самом деле, до сих пор непонятно, потому что средств массовой информации там не было и видеозаписи не было. Вот знакомы ли вы с таким порядком событий? Что вы считаете, законно ли то, что происходило в Верховной Раде Крыма далее? Во-первых, мне поражает ваша позиция. Утверждает, что референдум – это антидемократично. Референдум может быть... Подождите, вы ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Во-первых, и крымчане, и все события, которые проходили в те дни в Симферополе, в Крыму в целом, мне прекрасно известно. Не надо мне было эти вещи объяснять. Но вот сессия парламента, которая происходит при присутствии вооруженных интервентов, это демократично? Во-первых, это не интервенты, это были спецподразделения. Во-вторых, чье? Каких вооруженных сил, какой страны? Что она сделала? России. Да, на территории какой страны это происходило? На территории Украины? Макрушин, зачем вы уводите нас в сторону? Мы сейчас ведем речь... Так почему же? Об 2 митингах. Вы же потом переводите вопрос на последующие события. Ну, речь идет о... Дискуссия у нас в данном случае, и вот я пытаюсь, да, с вами как-то разговаривать, я просто не понимаю, в чем вопрос заключается. Вы спрашиваете о законности того, что происходило? Вопрос в том, что если бы не было татарских беззаконных действий, то не было бы появления там спецподразделений России в этих государственных учреждениях. Все бы шло бы дальше законным порядком. Это Чубаров. Я понял. Ваша версия нам ясна. Спасибо за ваш звонок. Я адресую возможность прокомментировать то, что вы сказали, или ответить на ваш вопрос, хотя я не до конца понял, в чем вопрос. Возможно, Александр Седов, да, понял, в чем вопрос нашего слушателя. Александр, слово вам. Ну, прежде всего, надо сказать, что если даже абстрагироваться от политических вопросов, митинги могут проводиться как за проведение сессии, так и против проведения сессии. Но в данном случае людей преследовали за участие в массовых беспорядках. Если в данном случае, опять же, суд не доказал сам состав преступления, то есть массовых беспорядков таковых не было, то есть, было 2 противоположных митинга. И это в суде никто и не доказал в этот момент. То, что касается дальнейшего вашего диалога, то, конечно, никакое решение парламента не может проводиться в условиях того, что во время слушаний находится вооруженный люди другое государство, которое силом стянули туда парламентариев. То есть и о законности каких-то дальнейших решений это абсолютно не важно. Кроме этого, хотелось бы напомнить человеку, что противостояние закончилось тем, что под стенами парламента остались сторонники русского единства. То есть они всю ночь находились под стенами парламента. И в данном случае говорить о том, что какие-либо действия крымских татар способствовали захвату российскими властями, то есть, это, мягко говоря, глупо. То есть,
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Продолжаем мы говорить о событиях 26 февраля. Говорим мы о деле 26 февраля как политически мотивированном деле. Напомню, что поводом для разговора стало решение судьи подконтрольного России Судакского городского суда Михаила Иванова об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении одного из фигурантов дела 26 февраля Мустафы Дегерменджи. И в продолжение, продолжая удовлетворять информационный голод нашего слушателя, который нам дозвонился в эфир. Кстати, любой наш слушатель может дозвониться. 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Немного, о том, что было 26 февраля. Но предысторию мы уже затронули, что же там происходило, митинги по какому поводу происходили под стенами Верховной Рады Крыма. А теперь давайте посмотрим на то, как объясняли произошедшее уже после этих событий Сергей Аксенов и Владимир Константинов. Начнем с 2014 года. Непосредственно с этого же дня, 26 февраля 2014 года. Вечером, после того, как митинги закончились, как люди разошлись, не все, как мы видим, сторонники русского единства в какой-то численности оставались под Верховной Радой Крыма. Так вот, Сергей Аксенов этим же вечером в эфире государственной телерадиокомпании «Крым» высказал свою позицию относительно событий под зданием Верховной Рады Крыма. Давайте послушаем, что тогда говорил Сергей Аксенов. Об этом есть фрагмент программы «Тема дня». Ведущей тогда была Ирина Мульт. Вот давайте послушаем фрагмент их разговора. Крымские татары говорили, позицию свою озвучивая, говорили, что они хотят, чтобы во время работы сегодняшней сессии было принято некое решение, которое бы провозгласило Крым территорией России. Русские организации с какой целью собирались? Сегодня никто на таких решениях не настаивал. И сегодня люди собирались именно с точки зрения того, чтобы высказать позицию. Сессию собрали неожиданно, мы повестку дня сформировали, мы хотели как раз-таки избежать провокационных моментов. Вот когда вчера неорганизованные люди пришли просто туда, и из этого, из всего, из того, что вчера получилась информационная волна, там, что все, хотят все захватить, там вешают российский флаг, сегодня пришли крымские татары. То есть вы хотели прийти сегодня к сессии для того, чтобы просто не допустить беспорядков, или что, я не могу понять? Мы говорим о том, что мы сегодня, с точки зрения ситуации, получили информацию о том, что сессия в 21:00, и договорились о том, что наши подразделения, как назвать на сегодняшний день, наши отряды самообороны к 2 часам выстроятся мирно, без всяких абсолютно подручных средств, то есть проведут мирную акцию на сегодняшний день, расскажут, в том числе у нас должны были работать люди, которые по предотвращению вот этих провокационных ситуаций. К сожалению, толпа начала собираться раньше, но, к сожалению, она бывает зачастую неуправляемая, и когда переходит определенную границу, сложно удержать вот эту нить управления, просто невозможно, все кричат с разных сторон, что где происходит, никто не знает, люди находятся в информационном вакууме. Я сегодня 40 минут с мегафоном, вот час после ходил, пытался успокоить людей. И говорю, пожалуйста, то есть нам не нужно продолжение, не нужны отыгрыши, давайте остановимся. У нас есть чем в автономии гордиться, есть интересы, которые нам совместно можно защищать. Я не сомневаюсь, что именно мирный путь – это единственный путь, который приведет к успеху. Уже буквально через несколько часов после этого интервью здание Совета министров Крыма и здание Верховной Рады Крыма было захвачено российскими военными, как потом об этом стало известно, потому что на момент захвата они не носили каких-либо распознавательных знаков различия. Днем 27 февраля уже к захваченному российскими военными зданию Крымского парламента начали стягивать пророссийских активистов, а депутатов Крымского парламента собирать на сессию как раз-таки по повестке, которой опасалась часть митингующих 26 февраля. Без присутствия журналистов парламент якобы потому что мы не знаем, как проходило голосование. Много источников говорят о том, что тогда не было кворума в крымском парламенте, поэтому парламент якобы отправил в отставку премьера Анатолия Могилева и назначил премьером Сергея Аксенова. Поговорим о том, как дальше объясняли уже в 2015 году, как Владимир Константинов объяснял события, которые произошли 26 февраля 2014 года. А 26 февраля 2015 года, через год после этих событий, на здании Верховной Рады Крыма была установлена памятная табличка со следующим текстом. 26 февраля 2014 года у здания Государственного совета Республики Крым произошло переломное событие, положившее начало восстановлению исторической справедливости возвращения Крыма в состав Российской Федерации. И давайте послушаем, что говорил на тот момент Владимир Константинов.
Безусловно, тот конфликт, который был здесь, возле здания Верховного Совета, он не был естественным для крымского сообщества. Это была привнесенная технология, привнесенная попытка устроить такую масштабную провокацию. То, что для этого выбрали крымско-татарские активистов, и Чубаров возглавил это незаконное преступное действие, оно не опиралось на широкую поддержку крымско-татарского народа, мы это знаем. Это была попытка узкой группы политиканов решить свой политический вопрос, может быть, получить должности, получить свое будущее, потому что к тому времени уже было очевидно, что вся идея Меджлиса, она уже обанкротилась, они себя исчерпали в крымско-татарском народе, ничего нового они не могли дать уже своим людям. Они должны быть осуждены, потому что именно благодаря этой провокации, в кавычках, и погибли мирные крымчане. Ну вот дальнейшую эволюцию мнения Владимира Константинова и Сергея Аксенова, возможно, мы проследим как раз 26 февраля 2020 года. На эту дату назначено открытие очередной сессии российского парламента Крыма, и, возможно, будет заявление в том числе и по этой дате. Но вот то, что мы уже имеем, да, мы сейчас обсудим с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, добрый день. Итак, вот мы сейчас слушали цитату Владимира Константинова от 2015 года. Говорил он это по случаю годовщины событий под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля и фактически обвинил вас в том, что вы хотели устроить провокацию под зданием Верховной Рады Крыма. Расскажите о том, как развивались события, да, были ли там провокаторы и с какой стороны они были? Ну, если очень коротко про суть того грандиозного митинга у стен Верховной Рады Крыма, состоявшегося 26 февраля 2014 года по призыву Меджлиса крымско-татарского народа, то эта суть заключалась в том, чтобы не позволить группе депутатов Верховной Рады Крыма провести некое мероприятие, которое они обязательно назвали бы, они ее объявили как неочередную сессию, на которой могло бы быть принято решение, призывающее Россию вмешаться в внутренние дела Украины в части Крыма. Мы тогда и предположить не могли, что такое приглашение России может, скажем, завершиться полной оккупацией Крыма, но мы понимали, что любое обращение Верховной Рады Крыма, это как минимум будет поводом для вмешательства России и будет использоваться как ультиматум перед Киевом, который только-только выходил из длительного противостояния на Майдане. Поэтому 26 февраля это была не попытка, как утверждает Константинов, каких-то провокаций. Это было реальное действие, при котором гражданское общество Крыма, я позволю себе такой термин, не позволило части депутатам, приверженцам партии регионов создать действие, которое могло бы быть использовано Россией как добровольное вхождение Крыма в Россию. Тогда этот громадный митинг, десятки тысяч людей, собравшихся по призыву Меджлиса крымско-татарского народа, они отстояли свое право на нахождение Крыма в составе Украины, и тогда уже после их оттуда ухода с площади в дело должны были вступить органы государственной власти, правоохранительные органы Украины. Но, к великому сожалению, мы тогда предположить не могли то, что эти органы уже полностью дезориентированы, и работа спецслужб России, она, в общем-то, не пропала даром. Мы не могли знать, что ночью Путин будет вынужден запустить второй вариант, вариант Б. Это уже был вариант открытого насильственного захвата Крыма. И самая большая роль, которую сыграли участники митинга 26 февраля, состоит в том, что они
предотвратили возможность создания такой гламурной картинки, что как будто бы Крым в лице Верховной Рады Крыма добровольно просится в Россию, и они заставили Путина перед лицом всего мира, под пристрелом, под вниманием всего мира пойти на вооруженный захват Крыма. И это как раз Россия и Путин лично не может простить крымским татарам и всем тем, кто выступает против российской оккупации. Ну, я напомню, что мы уже говорили о том, как рассказывает о событиях 26 февраля 2014 года подконтрольной России крымский официоз. Я еще раз напомню, что на здании Верховной Рады Крыма сейчас установлена табличка, в которой сказано, что 26 февраля 2014 года произошло переломное событие, положившее начало восстановлению исторической справедливости. При этом не уточняется, что за события происходили и так далее. Ну вот на материковой части Украины, как этот день вспоминается, я сейчас процитирую сообщение Ахтема Чайгоза на странице Facebook. 26 февраля 2014 года важный день в истории Украины и Крыма. Именно действия крымских татар и других граждан Украины, которые выступили против незаконной оккупации и сейчас продолжают борьбу против агрессора, стали основанием для жестоких репрессий, террора со стороны российского оккупационного режима. Надлежащее празднование этого дня важно для всех граждан Украины, как на материковой ее части, так и в Крыму. Это обращение внимания международного сообщества на незаконную оккупацию и консолидация украинского общества в борьбе за освобождение Крыма. И вот такой вопрос. Насколько важно, да, вот такая трактовка событий 26 февраля и насколько важно появление такой даты в украинском календаре? Я вот в вашей интерпретации прослушал цитату Ахтема Чайгоза, он абсолютно все правильно говорит. Я бы просто не использовал бы слово «празднование». Это не есть праздник, это есть такой день, который должен нас всех заставлять еще более мобилизовываться, объединяться и заниматься конкретными делами, которые бы привели бы как можно скорейшему восстановлению государственного суверенитета над украинским Крымом. И это день, который должен нас максимально просто еще раз мобилизовывать и тут тех, кто на материковой Украине, и тех, кто живет в Крыму. Поверьте мне, это подавляющее большинство людей, которые живут в Крыму, даже если при этом они молчат, потому что боятся того режима, который установила российская оккупационная власть. И разумеется, что украинское правительство, государство должно вот такие печальные на сегодня еще даты, но которые могут в силу воли украинской политической нации, украинской нации как политического такого организма, они могут притвориться действительно в события и в даты, которые потом мы будем отмечать как дату освобождения Крыма, дату восстановления суверенитета Украины над Крымом. Но сегодня это дата, которая должна нас всех максимально мобилизовывать. С этим есть проблемы, потому что в Украине сейчас есть может быть, большой разброс мнений в отношении того, какими методами, способами и даже уступками должен достигаться мир с Россией, страной-оккупантом. Благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Поблагодарю еще за уточнение цитаты Ахтема Чайгоза. Возможно, был не совсем корректный перевод его слов. Итак, мы говорили сегодня о деле 26 февраля. Напомню еще раз, что информационным поводом для нашего разговора стало решение об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении фигуранта
это дело 26 февраля Мустафы Дегирменджи. Напомню, что 4 февраля было принято это решение судьей подконтрольного России Судакского городского суда. Также мы поговорили о том, что сейчас говорят о тех событиях 26 февраля 2014 года, как в Крыму, так и на материковой части Украины. Мы продолжим об этом говорить и в наших следующих эфирах. Я напомню номер телефона, по которому можно связаться с нами во время прямого эфира: 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. А мы продолжим через несколько секунд. Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты. Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом Крым Реалии. Это значит лишь одно: от вас что-то скрывают. К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют. А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти. Продолжаем эфир. Екатерина Некреча и Сергей Макрушин в студии радио Крым Реалии работают для вас. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам в студию. Ну и, конечно же, пишите комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Ну вот, множество комментариев касается ситуации с Олегом Зубковым, например, да. Ну и, конечно же, люди реагируют на темы, которые мы обсуждаем, и по 26 февраля тоже обсуждаются. Но я повторю, что не всегда хватает у нас времени процитировать ваши комментарии. Вот для того, чтобы гарантированно ваше мнение прозвучало, стоит к нам дозвониться. Да, я тебе скажу, что во время эфира, вот как говорит наш редактор, звонки были как раз по Олегу Зубкову, просто не под теме основного эфира, но сейчас у нас есть буквально 9 минут и еще прямого эфира. Вы можете позвонить 8 800 10 06 926. Насколько я понимаю, звонили из соседней России. По ситуации с Олегом Зубковым мы приглашаем вас высказаться завтра в нашем утреннем эфире. Мы будем как раз об этом говорить. Звоните. Да, в 9:00 по крымскому времени. Итак, сейчас мы проговорим, как обещали, что там с коронавирусом в мире. Количество погибших от коронавируса по состоянию на четверг 6 февраля выросло. Сейчас это уже 565 человек. Общее количество заболевших составляет почти 30 тысяч. Об этом сообщают власти Китая. На сегодняшний день выздоровели около 1200 человек. При этом вакцина от заболевания еще не разработана и не испытана до конца. Напомним, что вспышка нового коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения признала глобальной чрезвычайной ситуацией, возник в декабре в столице китайской провинции Хубэй в городе Ухань. Однако, по мнению ВОЗ, уровень распространения нового коронавируса из Китая пока не является пандемией. Накануне Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что на борту заблокированного из-за вспышки коронавируса у берегов Японии круизного лайнера находится 26 украинцев. Также в ведомстве отметили, что Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы в Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне непосредственно. Другие пассажиры, члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней. О том, что украинцы, члены команды круизного лайнера Diamond Princess, оказались заблокированными у берегов Японии из-за коронавируса, Радио Свобода сообщил человек, который находится на судне. По официальным данным, на борту 3711 человек. Это команда и пассажиры. Также накануне, 5 февраля, в Тюменском аэропорту Рощино, соседней России, сел первый самолет с россиянами и гражданами других стран, эвакуированными из Китая из-за эпидемии коронавируса. В аэропорт стянуты медики и представители МЧС, но Минобороны России, на чьих военных самолетах вывозили людей, утверждают, что заболевших среди вывезенных из Китая людей нет. Все прибывшие будут 14 дней находиться на карантине в одном из санаториев в пригороде Тюмени. Известно, что прилетевших даже не будут заводить в здание аэропорта, а сразу погрузят в автобусы и увезут в санаторий «Градостроитель» в поселке Винзели. Россия объявила, что эвакуирует из Уханя 147 человек. Среди них, кроме россиян, 10 граждан Беларуси, из Казахстана 3 человека и по одному, один человек из Украины и 1 человек из Армении. В России на прошлой неделе врачи выявили 2 случая заражения в Забайкальском крае и
Тюменской области. Оба заболевших граждане Китая, и один из них, Вань Юньбинь, который был госпитализирован в краевую инфекционную больницу Читы, пожаловался на условия и методы лечения в России. По словам пациента, цитата, врачи лишь берут анализы и не дают его семье никакого лечения. 30 января из-за распространения коронавируса Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке минимум до 7 февраля. В Хабаровском крае, а также Амурской и Еврейской автономной областях Роспотребнадзор также обследует в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая. Российские железные дороги в связи с распространением коронавируса с 3 февраля временно прекратили движение всех пассажирских поездов в Китай и из Китая. Однако несколько поездов, выехавших из Китая еще до этого объявления, уже находятся на территории России. Телеканал «Настоящее время» узнал, что всех украинцев, которые возвращаются из Китая и прилетают в аэропорт Борисполь, проверяют на состояние здоровья. Вот что рассказала начальник пресс-службы КПП «Киев» Светлана Бурда. Перевірочні операції в засобах індивідуального захисту – це гумових рукавичках та масках. Також проводять візуальний огляд пасажирів і опитування стосовно їхнього стану здоров'я. Лише в час, коли прибуває борт загрозливого напрямку і в цей час прибуває, наприклад, інший борт з іншого напрямку, ми можемо відокремити цю зону, щоб пасажири з попутних рейсів не пересікали з цим загрозливым рейсом. Украинцы, которые вернулись из Китая в аэропорту Борисполя, рассказали журналистам «Настоящего времени», какая ситуация с эпидемией сейчас в курортных китайских городах. Дуже спокійно, поки що тут немає ніяких хвилювання, в готелі спокійно. Отдих удався хорошо. Ситуація стабільна, я думаю, що це більше розкручено, більше шуму роблять, ніж є ця епідемія. Ходиш в аптеку, спрашиваешь маски, их нет, их уже давно местные китайцы, туроператоры выкупили. Туроператор дает каждому в автобусе отдельную комнату. Супермаркеты не работают музеи, не работают пешеходные улицы, торговые центры. Из-за этой ситуации дійсно дискомфорт. Всі історичні місця, пам'ятки, кінотеатри, парки, великі парки зачинені. Кав'ярні були і ресторанчики відчинені, але власникам стало невигідно працювати, тому що зникли люди практично на очах. Да? І позакривалося дуже багато крамниць. Ми помітили, що працювали в основному лавки, де продають фрукти, тому що вони псуються і нема можливості у власника зібрати речі і піти. И есть еще важный комментарий директора главной государственной лаборатории Китая по диагностике и лечению инфекционных заболеваний. Ли Лань Цзюань рассказала, как происходит диагностика начала болезни. Мы уже выпустили первую, вторую и третью версии клинических рекомендаций, что начальные симптомы после заражения включают лихорадку, недомогание, сухой кашель. В течение 10 дней состояние пациента ухудшается. Процесс в принципе понятен. Инкубационный период составляет от 10 до 14 дней, что аналогично 14 дням РВИ. Поэтому человек обычно не заболевает сразу после заражения. Зная это, теперь мы ставим под контроль близких людей заболевшего, ведем медицинское наблюдение или даже изолируем их. Ну что ж, мы попытались собрать всю информацию, которая известна на данный момент о ситуации с коронавирусом. Напомню еще раз, что по информации ВОЗ уровень заболеваемости и количество заболевших пока не позволяют говорить о пандемии. Да, это важно знать, но также важно следить за ситуацией, что как происходит. Ты знаешь, как многие, я вот слушала несколько экспертов, призывают к тому, чтобы паники не было. То есть не надо паниковать из-за того, что у нас есть соцсети, да, благодаря им мы что-то узнаем, но также есть еще такой момент, как вот нагнетание ситуации, какие-то панические сообщения. Да, безусловно. Но в этой ситуации говорят эксперты, что надо поспокойнее относиться, слушать, Всемирную организацию по здравоохранению, и вот эти вот сообщения, которые пересылают все друг другу, там, что бананы не покупайте и прочее, то есть к этому нужно относиться тоже спокойно, и на вирусные вот такие вот какие-то репосты, сообщения тоже реагировать адекватно. Может быть, надо
погуглить, может быть, зайти на официальные страницы, например, если зайти на страницу Министерства здравоохранения Украины, там они постоянно обновляют статистику, говорят, что делать. Будьте осторожнее, просто общее правило такой гигиены. Сейчас, в принципе, такой период, когда вирусы разные, да, в общем-то, из-за того, что нет, тем более, мороза, например, да, они распространяются. Ну, в общем-то, надо как-то быть повнимательнее и в общественных местах. Если вы чуть-чуть кашляете, то носить маску, и если вы боитесь, что кто-то может кашлянуть на вас, тоже носите маску и как-то старайтесь следить за своим здоровьем, не болейте, это точно можем вам пожелать. Будьте внимательны и осторожны, а мы чем можем, тем вам в этом поможем. Это радио Крым Реалии, не пропустите наших следующих эфиров, подпишитесь на наш канал на YouTube, нажмите колокольчик, вам будут приходить уведомления, и тогда следить за нашими эфирами будет проще. А в эфире радио Крым Реалии для вас баланс хорошего настроения, множество полезных, актуальных тем и в то же время информирование о важных событиях, потому что крымчане имеют право знать. Это радио Крым Реалии, 648 АМ. Катя Некреча, Сергей Макрушин были с вами в этом эфире.